Сегодня у нас вдвойне памятное и значимое событие. Вы знаете, что уже второй день у нас в республике идет международный форум «Эпосы народов мира на земле Олампа». Часть участников этого форума выехала уже в село Чурапча для участия на 9-м ИСЕХ Олампа, а часть гостей присутствует тоже в этом зале. Уважаемые друзья, давайте мы от имени хозяев поздравим делегацию писателей Российской Федерации и участников Международного форума «Эпосы народов мира на земле Олампа». В марте этого года Владимиру Михайловичу Самги исполнилось 80 лет. Я держу в руках очень дорогой мне документ, обозначенный датой 1975. Этот документ говорит о том, что Владимир Михайлович Самги является секретарем правления Союза писателей Российской Федерации. Вскоре после избрания меня секретарем правления Союза писателей России я внес предложение создать комиссию по литературам и фольклору народностей Севера Союза писателей РСФСР. Это предложение было поддержано всеми секретарями правления Союза писателей России и руководством Советского Союза и России. И сразу же предложил создать и издать библиотеку литературы народности Севера. И это предложение было поддержано на всех уровнях, а правительство России выделило на это дело необходимые средства. Конечно, это был праздник, большая радость у всех писателей 26 народностей Севера. 75-й год, повторяю. Очень высокую оценку моим начинаниям дала общественность Якутской АССР и правительство Якутии. В том году мне, я думаю, что с большим авансом присвоили звание заслуженного работника культуры Якутской АССР. Мы должны вносить нашу литературу, наше слово, только ответственное слово, конечно, ответственную литературу, фактор нашей стойкости и мужества. Когда мы были здесь 20 лет назад, мы были поражены тем духовным броском, который совершала Якутия. Несмотря на все сложности, несмотря на то, что шла война. Кстати говоря, к нам на секретариат, когда пришел один чеченский писатель, противник Дудаева, конечно, он слушал, как мы говорили о том, как готовится эта встреча, он заплакал. Я говорю, в чем дело? Говорит, неужели есть земля, где не звучат выстрелы, где не убивают людей?
Thank you.